Пойдемте дальше. Третья важная вещь. Знаете, что я замечаю? Вот так, вот, если я визуальный человек, поэтому визуально простыми словами объясняю, когда смотришь на бизнес многих людей, визуально вот так выглядит. Вот так. То есть, производство большое, а рынок маленький. Это, например, по 3 показателям сразу можно это увидеть. Это как? Например, у вас очень много товара, соотношение у вас то, что товара и продажа, видите, что 20-30% продавали, а 70-80% товара остался в течение месяца у вас. Получается, вот приходите сегодня домой, посмотрите сумму, которая у вас в товаре, в складе или товаре на дорогах, которых приезжает и так далее. Все почитайте, сырье и так далее. Все почитайте в общем. И почитайте, сколько продали. Когда я начинаю делать анализ бизнеса моих учеников, я вижу, 60-70% у них вот здесь, а 20% или 30% продали, то есть смогли реализовать. Получается, что рынок маленький, производство такое. А на производство же надо вкладывать деньги, содержать надо. То же самое вы увидите по персоналу. 3 продавца, 20 административных сотрудников. Бухгалтер, заказчик, грузчик, того. А этих, если 3 человека кормят 20 человек, это всегда проблема. Кто понял? Уловили? Это реальная проблема. Вот это визуально, это надо понимать. Или по активам происходит. Я начал это все просто поменять в своих бизнесах, и это круто работает. У вас должно быть вот такое. Ну как вы думаете, 5 человеком я построил 200 магазинов. Это круто, правда? У нас было 206 или 216 в этом районе магазин. У нас была администрация, 5 человек работал. Всего 5 человек. Это офлайн магазин? Офлайн. Офлайн магазине. 5 человек. Главное, просто нужно четко рынок создавать. Огромный количество рынок. Но перед этим управление максимально. Дело в том, что не все действия, которые вы делаете в бизнесе, они принесут деньги. Многие из них не принесут деньги. 3% ваших действий в бизнесе принесут деньги. Я эти вещи много обучаю в мастер-классах, годовое обучение и так далее. Не все ваши действия принесут деньги, поверьте. Или не все ваши действия напрямую влияют на прибыль. Не все. Поэтому, почему одни бизнесмены успешны, другой не очень? Хотя они вроде бы в одном сфере работают, или кто-то другой позднее начал, кто-то другой 5 лет уже работает, кто-то позднее начал. Он обгоняет даже его. А почему, с чем это связано и так далее. Именно с этим. Ребята, это вам что-нибудь дал? Сделайте так, чтобы у вас рынок был большой. Всю фокус направьте на создание рынка. Могу уверенно сказать, ваш бизнес от 3 до 5 раз растет. Фокус направьте на создание рынка. Если вы рынок не можете создавать, бесполезна вся работа, которую мы делаем. Вы знаете, смысл, почему? Когда вы рынок создадите, поток денег больше, а когда деньги есть, ошибки простительны. Вы согласны? Да. Потому что, ну ладно, это не получилось, технологию поменял. Ну ладно, это оборудование поменял. Ну ладно, этого сотрудника поменял. Или, когда деньги есть, нанимаешь лучшего сотрудника. Теперь у меня вопрос к вам. С чего надо начинать управление бизнеса? С управления расходами. Управление денег начинается с управления расходами. Первый. А бизнес с чего надо начинать? С маркетинга. А когда вы маркетинг делали, с чего начинать строить? С команды. А команда с кого надо начинать строить? С бухгалтера. Изначально надо порядок, учет, контроля. Где порядок, учет, контроль, бизнес все равно процветает. Где много оборота, но там нету порядок, могу вам сказать, все равно банкротство. Это временный бизнес. Есть огромное количество ребят, которые мне приходят и говорят, там обороты у нас нормальные. Я спрашиваю, ну, ты ведешь? Он говорит, да нет, нормально. Я говорю, откуда ты знаешь, что нормально? Он говорит, ну, обороты же растет. Я говорю, это не показатель. Потому что могут параллельно рост оборота расти обязательства под поставщиками, расти, можно сказать, расходы. Ну вот один из моих учеников умудрялся бизнес, который оборот 119 миллионов долларов, обанкротит. Как он до этого дошел? Не могу понять. Просто некоторые мои ученики тоже бывают, когда уже разбогатеют, они перестанут консультировать, перестанут звонить, перестанут общаться.
всего 4 года, последние 4 года со мной не общался. И вот результат. Дело в том, что на каждом этапе бизнеса разный подход, наверное. В свое время, в 2009 году, его стратегию я разработал. В 2009 году я разработал его стратегию, дал эту компанию. Они к 2015 год месячный оборот был 9 миллионов долларов. Это хорошая сумма. Вы согласны? 9 миллионов долларов месячный был оборот. Прибыль была очень хорошо. Финансовые отрасли. Инвестиции, финансовые отрасли. И иногда просто не понимаю людей. Когда у вас тоже, когда появятся деньги, останьтесь по-прежнему одинаковым, ладно? Да. Знаете, не игнорируйте знания. Просто я кое-что понял. Не надо игнорировать знания. Знания от Бога, их не надо игнорировать. Надо продолжать. Вот. Пойдемте дальше. Помните, функции, которые вы выполняете, действия, которые вы делаете, это много значит. Каждый день, когда вот сегодня пойдите домой и распишите целый день, что вы делаете. Или вы обычный день, и вчера что делали, послевчера, еще. И знаете, что заметил? Когда заставляю людей писать, 90-99% их действий происходит внутри компании. Они продуктом что-то делали, отвезли, привезли, упаковали, что-то делали, заказали. В общем, что-то делали с продуктом. Или то есть внутри компании что-то делали. Если вы будете внутри компании работать, у вас не будет много денег. Но работать будут очень много. Очень многие компании, действия, фокус у них направлен внутри компании. От того, что внутри компании много действий совершаете, деньги не будет. Вам надо под контроль держать, чтобы действия были за пределы компании. Вот это все внутри компании. Внутри компании все, что вы делаете, закуп, упаковка, дизайн, все, что вы не делаете, это внутри компании. А внутри компании денег не будет. Вам принесет деньги, если вы действия совершаете за пределы компании. Много действий надо делать каждый день за пределы компании. Скоро выйдет моя книга, называется, я работаю над ней, уже 4-й год или 5-й год, 12 заповедей руководителя. Найдите эту книгу, изучайте. Нет, еще нет. Много дел, брат мой. Я тот день почитал 28 еще книг, которые я должен закончить. По частями, по чуть-чуть, они написаны. Я как пишу, в самолетах или где-то. Сейчас, если у меня ждат, я сижу и на диктофоне диктую, а потом мои девчонки набирают. Вот таким образом мысль пришел, я диктую. У меня же времени самому не хватает. Потом, когда все тексты компьютера собирается, потом я сижу, анализирую, переделаю, чтобы понятно было. Моя задача написать не умные книги, а доступные книги, практичные книги. Поэтому любой человек, который прочитает их, он может их практиковать, использовать. Они должны быть простые, удобные, доступные. Любой человек должен почитать и пойти делать. Вот такой должно быть. Поэтому...